руки внизу, и ты идешь. Апа, хорошо. Началось с того, что у нас в большой семье не было медиков. Нас 4, я самый младший, и это, видимо, выпало на мою долю. Я очень этому рад, но, скажу честно, никогда не думал, что это будет ДЦП, РАС, ОВЗ дети. Ну, медицина. Закончил колледж и поставил себе цель: либо реанимация, либо психиатрическая больница. Вот. Ни туда попасть не мог, было сложно, потому что кадры были, я молодой специалист, профессия сложная, но так звезды сошлись, я вышел на остановке, уже дверь закрывалась в троллейбусе, я выскочил, получается, поговорил с директором нашим, он говорит, ну давай посмотрим. Получилось так, что было место, и начал свою вот карьеру с психиатрической больницы в Симферополе номер 1. С этим образованием я смог работать именно в реабилитации детей. И, наверное, начал с детей, потому что все начинается с детства. Поэтому чем раньше мы окажем вот максимальное воздействие, тем светлее путь у ребенка, больше возможностей у ребенка в дальнейшем, когда он будет взрослый. Еще поднимайся. Вот, смотри в окно. Поднимай голову, руками толкать. Еще. Вот. Отлично. Отлично. Да, молодец. Бывали случаи, что там в 7 месяцев не держит голову. Даже в 5 пускай. В 5 не держит голову. Ничего, будет все. Сейчас нет. Все, 3 месяца прошли, не держит голову, это уже колокол, понимаете, это не просто от колокольчика, это колокол. Пока мы не будем держать голову, ничего мы не сделаем, ничего. Мы идем в любом случае в первую очередь на консультацию к педиатру, мы идем к неврологу, мы идем. Иногда надо действительно сходить не к одному педиатру, не к одному неврологу. Потому что не каждый найдет ответ на вопрос. А если у вас есть сомнения по поводу диагноза специалиста, которым вы прошли, потому что у каждой мамы все равно есть свое внутреннее ощущение, вот эта связь с ребенком. И если вы понимаете, что что-то не так, идем к следующему специалисту, к следующему. Каждый ребенок – это личность со своими красками в голове, как и мы все. Я не имею образования психолога, но я понял, что оно очень важно. Найти подход к родителю, не только к ребенку. Сначала к ребенку находишь подход, потом к родителю. Бывает вот прям один негатив у родителей, то. И вот тебе надо найти вот этот какой-то светленький такой луч света, да, сказать, так вот же, ну, есть что-то хорошее, и перенастроить, потому что есть весы, и когда зло, да, ну, плохое что-то перевешивает, наша задача выровнять это. Пошли к синему. Сейчас будет сложнее. Пошли еще дальше. 1, 2, 3. Ближе подходи. Ближе ставь. Куда? Думай. Какой формы? Подбирай. Вот. Хорошо. Давай, ставь. Ставь. Бывает, что ребенок полчаса плачет, полчаса занимается, но при этом вот эта связь дружеская, она остается. Если вот эта связь есть дружеская у ребенка с специалистом, он ваш специалист. Очень важно стать другом, но другом таким, который в любой момент может сказать, так, 10 раз присесть, 15 раз отжаться и 20 минут на фитболе, и он скажет, хорошо. И строгость, и любовь, и доброта, и дисциплина, это все в одном, в этой дружбе с ребенком.
особенные дети ждут не особенного отношения к ним и ждут не каких-то особенных взглядов или оборачиваний на крик, да, они ждут такого же обычного, наверное, отношения к себе, как и ко всем детям. И также родители. Чтобы, когда ты идешь с коляской, никто не оборачивался на тебя, да, и не провожал взглядом, а прошел и улыбнулся. Вот это вот, все просто. Они же считывают, они все считывают, и видя жалость в глазах, им тоже становится печально, грустно. Поэтому все, что мы должны давать, это радость, принятие и понимание, и любовь, как я и говорил. Ух, улетает какой, да? Давай, тянись. Есть, молодец, садись через руку. Стоп, не так. Через руку, боком. Боком, как мы садимся? Вот, шейку тянем, еще. Еще, отлично. Бросай в сторону ведра туда. Бросай. Почти попали.